В общем, это такая некая, даже, наверное, возможность, да, погрузиться внутрь себя, может быть, найти в себе что-то такое, какие-то изъяны, которые, да, можно было бы проработать, что-то исправить, да, задать вопросы, наверное, не сколько Богу, сколько самому себе, да, насколько я... Ну, на самом деле это должен быть диалог. В первую очередь мы оцениваем себя, соответствуем ли мы тому высокому призванию, которому мы призваны в Святом Крещении, искренне ли мы христиане, насколько наша жизнь соответствует учению Христа, насколько мы, приняв крещение, готовы идти за Ним. Ведь, что интересно, Святой пост, Святая Четыредесятница – это 10-я часть всего года, когда нас Церковь усиленно призывает отказаться от того, что нас отягощает каждый день, от лишней информации, от лишних каких-то знакомств, общений, но чтобы пообщаться с Богом, погрузиться в размышления о собственной жизни, о том, как мы проживаем эту жизнь, то есть дать оценку, насколько она соответствует тем идеалам христианства, к которым мы с вами призваны. Конечно, рассеяние неизбежно. Оно, я думаю, что каждый человек переживал такие минуты, когда он находится в таком рассеянии. Думаю, что каждый переживал это состояние. Но это нужно принять как данность. И самое главное, не унывать. Нужно знать, что в конце концов Господь, Он нас призвал, Он сделал нас своими детьми, и Он нас ждет в Царстве Своем Небесном. Да? Мы должны стараться туда попасть. Господь говорит, что каждого я не изгоню вон, но каждый желающий ко мне прийти, придет ко мне. Вот наша с вами главная задача поста, простых людей, работающих, учащихся, тех, кто живет обычной повседневной жизнью, явить это расположение, желание прийти к Богу, стать к Нему ближе, прикоснуться к тому священному учению, которое Господь принес в этот мир. То есть что? Нужно нам стать ближе к тем людям, которые нуждаются в нас. Накормить голодных, да, поддержать унывающих, утешить тот, кто находится в отчаянии.